Эльмира Ахмеева и руководство «Воркута-Уголь» обсудили планы по взаимодействию. Напомним, на этой неделе в Заполярном городе по поручению главы Коми работала делегация правительства республики. План работы был обширный, предстояло проработать в том числе и сотрудничество с главным угледобывающим предприятием республики. Любовь Лапина передает из Воркуты. «Жемчужина Арктики» – собственный оздоровительный комплекс «Воркута-Угля». От традиционного массажа до высокотехнологичных видов оздоровления, крио- и ударно-волновой терапии и кавитации. Всем этим могут воспользоваться не только работники самого предприятия, но и все жители Заполярного города. Только в прошлом году курс реабилитации здесь прошел 41 участник специальной военной операции. Причем за счет средств компании. Сегодня комплекс претендует на статус резидента арктической зоны с налоговыми преференциями. Сэкономленные средства предприятие собирается направить на развитие медицинского кластера в Воркуте. Эльмира Ахмеева поддерживает эту идею. Только за последние 3 года градообразующее предприятие уже выделило медучреждениям почти 19 миллионов рублей. В этом же году она поможет городу с покупкой специальной техники. Соглашение с городскими властями уже в стадии проработки. Однозначно войдет приобретение специальной техники для того, чтобы наше МБУ, СДУ могло нормально, качественно осуществлять услуги по замене освещения, высотным работам в том числе. Однозначно войдут вопросы, связанные с подготовкой к юбилею нашего города. И все другие, обычно связанные с благоустройством и спортивной инфраструктурой моменты. А это Воркутинский механический завод, основан в 1944 году. Первый в своем роде в Печорском угольном бассейне с полным циклом производства, включая чугунное, стальное и цветное литье. Сегодня подразделение занимается ремонтом всего горно-шахтного оборудования «Воркута-Уголь». Эльмира Ахмеева поручает проработать вопрос участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Такой опыт у республики уже есть, и он положительный. Напомню, что Республика Коми в прошлом году стала участником данного проекта. У нас в Сыктывкаре открылась фабрика процессов, где производственные цепочки раскладываются непосредственно уже преподавателями фабрики процессов. И вот одним из итогов за прошлый год, напомню, что компания Сыктывкарский молочный завод уже смогла сократить свои расходы на неэффективные цепочки производственных процессов порядка 15 миллионов рублей. Что же до перспектив самого предприятия? Если раньше говорили о том, что сроки выработки шахт заканчиваются в 2027 году, то сегодня называют уже другую дату – 1939 год. В феврале правительство Коми собирается провести встречу с Роснедрами и самой компанией, чтобы приступить к новому этапу развития. Из того, что можно сделать уже сейчас – отменить ПЦР-тесты для привлеченных из других регионов специалистов и выделить бюджетные места по горным специальностям в Ухтинском государственном техническом университете. Эти вопросы Эльмира Ахмеева взяла в проработку. Также, конечно же, мы обсудили еще один проект – это промышленный туризм и непосредственно посещение компании шахт учениками. Сегодня компания это практикует, школьники приходят на предприятие, смотрят и далее, возможно, и чаще выбирают профессию именно горной специальности. Поэтому мы договорились о том, что на региональном и на правительственном уровне займемся данным вопросом, и промышленный туризм как одна из таких точек, в том числе для привлечения туристов. Этот проект будет реализован в кратчайшие сроки. Так называемый день без турникетов. Эльмира Ахмеева отмечает, по сравнению с 2021 годом у компании существенно выросли показатели добычи угля. Как итог, предприятие расширяет социальное партнерство как с самой Воркутой, так и с правительством республики. Осенью прошлого года было подписано соглашение о выделении 100 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию Усинского водовода. Объект жизненно важный для жителей Заполярья. Уже в конце марта планируется заключить договор с проектировщиком и приступить непосредственно к работам. Любовь Лапина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута. В Воркуте Эльмира Ахмеева ознакомилась и с работой предприятия «Унивекс Экология». Оно занимается сбором, транспортировкой, обезвреживанием и утилизацией отходов 1-5 классов опасности, в их числе и автомобильные покрышки. Летом прошлого года организация была включена в реестр резидентов арктической зоны России. В сентябре приступила к работе, а уже в январе предприятие получило 2-ю категорию по выбросам в рамках экологической экспертизы. Предполагаемая мощность утилизации покрышек – 350 тонн в год.
год. Однако пока у организации нет постоянного объема сырья. В этом предприятию поможет «Воркута-Уголь». С ним заключен договор на утилизацию покрышек и других резинотехнических изделий на этот год.